Благодаря сложному рельефу местности Кыргызской Республики преступникам проще выращивать, а также транспортировать наркотические вещества. Пути транспортировки расширяются, внедряются новые технологии и решения, которые применяют в своих интересах различные организованные группировки, что требует от силовых структур искать наиболее эффективные способы борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Идея внедрения беспилотников для содействия работе антинаркотического ведомства была высказана Службой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В рамках проекта укрепления потенциала управления мобильных оперативных групп Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызстана при финансовой поддержке Российской Федерации, Программного офиса управления ООН по наркотикам и преступности в Кыргызской Республике. В рамках пилотного проекта в республике создаются мобильные оперативные группы Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Проведены тренинги и полевые учения с сотрудниками, обучен персонал, операторы БПЛА, водители спецтранспорта. Созданы проекты спектрально-отражательных характеристик конопли, а также отобраны отдельные растения для гербария проверки корреляции между спектрами. Проведена мультиспектральная аэрофотосъемка с созданием ортофотопланов участков произрастания дикорастущей конопли. Прорабатываются мануалы по использованию гражданских и специализированных БПЛА. БПЛА делится на несколько категорий. Квадрокоптер – использование в городских и сельских условиях для визуального наблюдения с возможностью координации оперативных групп. Конвектоплан – возможность использования на небольших расстояниях в горной местности для проведения аэрофотосъемки наружного наблюдения. Самолетного типа – для долгого наблюдения и сопровождения транспорта, мониторинга пограничной территории с возможностью находиться в воздухе длительный период времени. В последнее время мы готовимся к Нарынскому рукаву, который является частью северного маршрута. Он проходит вдоль строящейся трассы север-юг. Было проведено несколько рекогносцировок по значительной протяженности этого маршрута. Нет правоохранительной инфраструктуры. Естественным образом стал вопрос о беспилотных летательных аппаратах, которые могли бы контролировать определенные участки, где нет правоохранительной инфраструктуры, либо правоохранительная инфраструктура слаба. Вместо десятков опорных пунктов, которые существуют в виде подразделений правоохранительных органов по старому маршруту, мы предлагаем ограничиться 3 всего лишь опорными пунктами, между которыми будет создана система связи, между которыми можно будет запускать беспилотные летательные аппараты. Мы планируем приобретение нескольких беспилотных летательных аппаратов, а также средств их транспортировки. Для эффективного использования и мониторинга БПЛА в республике необходимо создание межведомственной рабочей группы, операционных процедур и авиационных правил для использования БПЛА в государственном и частном секторах, которые позволят в дальнейшем в полной мере использовать дроны как многозадачный инструмент для всех заинтересованных ведомств. В современном мире технологии и программное обеспечение изменяются и усовершенствуются ежедневно, поэтому сотрудникам и операторам БПЛА постоянно нужно развиваться, проходить тренинги по повышению квалификации, что эффективно скажется на работе ведомств. БПЛА могут также применяться для картирования с применением АРК-ГИС и специальных головок, выявления наркотроп на границе в дневное и ночное время, изучение ареалов дикорастущих растений, специальная головка, незаконных посевов мака и конопли, специальная головка, для оперативного наблюдения в дневных и ночных условиях за движущимися объектами автомототранспорт, для оперативного наблюдения в дневных и ночных условиях за движущимися объектами автомототранспорт, охраняемыми объектами, дома, склады, территории. Для МЧС – поиск пропавших лиц, оценка масштабов техногенных катастроф и аварий. Для бизнеса – контроль объектов, картирование и другое. Для борьбы с коронавирусом – оценка пассажиропотока, скопление людей в населенных пунктах.
Вот. У нас здесь установлено 2 автоматизированных рабочих места. Первое место проведения полета с видеокамеры самолета. Как раз оператор сейчас работает по выявлению подозрительных объектов. Вот. Второе место автоматизированное – это место дешифровщика. Именно с него загружается полетное задание. В дальнейшем здесь будет проходить анализ и обработка фотоплана и дешифровка полученной информации. Мы подняли в воздух 2 аппарата, чтобы показать сразу несколько параметров основных. Первое – это возможность работы сразу несколькими аппаратами одному оператору. То есть у нас правило такое, что оператор управляет только целевой нагрузкой. Все полетные характеристики и полетные задания выполняет самолет в автоматическом режиме. Сперва мы запустили самолет с видеокамерой 60-кратного увеличения, который позволяет нам с высоты более километра получать детализированную информацию на удалении, обнаруживать цель от 3 километров. Второй аппарат мы запустили для проведения аэрофотосъемки. На нем установлен 60-мегапиксельный фотоаппарат, который сейчас проходит по полетному заданию и делает фотоснимки местности. После этого мы после посадки соберем информацию с носителя и сделаем ортофотоплан всего района. В дальнейшем мы будем использовать этот ортофотоплан для полетов, для актуализации, уже загрузив его в наземную станцию управления. Предварительно была произведена разведка с воздуха при помощи БПЛА. На данной территории было обнаружено большое скопление наркосодержащих растений. Поэтому было принято взять данный участок под контроль. Здесь развернули сигнализационный комплекс «Радиобарьер» в составе 2 сейсмических датчиков, 1 фоторегистратора и видеокамеры. Фоторегистратор и видеокамера являются ведомыми средствами обнаружения, поэтому, когда нарушители зайдут на данную территорию, сейсмические датчики начнут фиксировать тревожные события, а фото- и видеофиксация начнется по команде от сейсмических датчиков. Наш пункт базирования будет располагаться примерно в 1,5-2 километрах отсюда, где мы будем получать всю информацию тревожную по радиоканалу. Соответственно, при наступлении тревожного события будет выдвигаться группа задержания. Стоять! Руки назад! Все, идем! Как мы узнали в ходе реализации нашего проекта, сфера применения БПЛА очень широкая. От правоохранительных органов до народного хозяйства. БПЛА могут применяться как для мониторинга, анализа природных ресурсов, например, определения культур, которые будут лучше возрастать на той или иной территории. Корректировки ирригационных сооружений, более рационального их использования водных ресурсов и, соответственно, более правильной прокладки по местности. Мониторинг площадей пожаров, загрязнения окружающей среды. Также БПЛА могут использоваться, например, в интересах Министерства чрезвычайных ситуаций. Это для поиска пропавших. Область применения БПЛА довольно широка в современном мире. Для съемки больших групп людей, правоохранительной деятельности, для охраны общественного порядка, поиска потерявшихся людей, мониторинга краснокнижных животных, картирования районов посевов наркотических веществ и даже для военного применения в обезвреживании террористических группировок.